На русском или на кыргызском говорите четко. В Джугурку-Кенеше подняли языковой вопрос. Женщины представлялись соцработниками, проникали в дом и крали крупные суммы. Человеку впервые пересадили сердце свиньи. Самые интересные новости Кыргызстана и мира в блоге «Кстати» прямо сейчас. В парламенте Кыргызстана подняли языковой вопрос. Некоторые депутаты предложили проводить заседания на кыргызском языке и придерживаться этого правила при делопроизводстве. На заседании 12 января, в ходе которого рассматривалась новая структура парламента, у представителя спецкомиссии по определению структуры 7-го созыва Джугурку-Кенеша Султумбая Джигитова было смешанное выступление на двух языках. Часть доклада он озвучивал на кыргызском, часть на русском. Я вас так и не понял, о чем вы говорите. После его выступления депутат Надира Нарматова призвала коллег относиться с уважением к государственному языку и говорить в стенах Джугурку-Кенеша на кыргызском. Хотелось бы предложить кое-что. Наш государственный язык кыргызский, поэтому призвала бы уважать кыргызский язык и говорить на нем в стенах Джугурку-Кенеша. Среди 90 депутатов нет ни одного русского гражданина, поэтому перед тем, как требовать знания кыргызского языка у других, нам надо самим показать пример, заявила она. В свою очередь депутат Нурланбек Шакиев возмутился тем, что названия комитета в докладе Айджигитова на государственном языке звучали на русском. Он сделал замечание сотрудникам аппарата Джугурку-Кенеша, отметив, что дело производства должно вестись в первую очередь на государственном языке. Между тем, Адахан Мадумаров призвал коллег четко говорить на одном языке, не смешивая русский и кыргызский. Когда выступаете на заседании, надо говорить исконно на одном чисто кыргызском языке, а если не получается, тогда дань уважения языку Льва Толстого Александра Пушкина и говорить на русском, заявил депутат. Не зарастет, к нему не зарастет, к нему не... С подобной критикой выступил парламентарий Тайлабек Масабиров. Он потребовал, чтобы документы были написаны отдельно на двух языках. В Токмаке задержали двух женщин по подозрению в краже более 300 тысяч сомов, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области. За период с 20 ноября по 31 декабря 2021 года в милицию обратились 3 граждан, с которыми произошло одно и то же. 2 неизвестные женщины представлялись социальными работниками, проникали в их дом и крали деньги. Ля ты крыса, а? В первом случае украли 170 тысяч сомов, во втором 50 тысяч сомов, в третьем 80 тысяч сомов. Сколько? Все обращения зарегистрированы по статье 205 «Кража» Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В ходе расследования установили личности подозреваемых и задержали 2 женщин 1989 года рождения и 1995 года рождения. Сейчас они находятся в ВВС УВД Токмака. Сообщается, что задержанные ранее уже проходили по похожим делам в Высокотинском районе. Устанавливается их причастность к другим аналогичным преступлениям. Американские хирурги осуществили первую в мире экспериментальную операцию, в ходе которой пациенту было пересажено генетически модифицированное сердце свиньи. А что, так можно было, что ли? Врачи говорят, что это единственный шанс Дэвида Беннета на выживание. Без его пересадки его ждала бы неминуемая смерть, пишет BBC. По словам хирургов, операция, которая продолжалась 7 часов, была сделана Беннету 3 дня назад, и сейчас его состояние остается хорошим. Специалисты из медицинского центра университета Мэриленд получили от властей специальное разрешение на операцию, объяснив, что без него пациент умрет. Увенчается ли пересадка успехом, до сих пор окончательно не ясно. Врачи сочли невозможным пересадку Дэвиду Беннету человеческого сердца. Обычно такое решение принимается, когда пациент находится в тяжелом состоянии. Для хирургов операция стала результатом многолетних исследований. Они надеются, что их успех поможет спасению жизней множества людей по всему миру. В своем заявлении университет Мэриленда цитирует хирурга Бартли Гриффита, по словам которого операция призвана приблизить разрешение кризиса с нехваткой донорских органов. Мне за эту разработку такую премию дадут. По данным сайта organdonor.gov, только в США пересадки донорских органов ждут около 100 тысяч человек, и 17% в день умирают из-за нехватки. А на этом у нас все. Чтобы всегда быть в курсе событий, подписывайтесь на наш медиапортал и отправляйте это видео друзьям. Это будет, как всегда, кстати.